Көктемнің алғашқы күнін қазақстандықтар жарқын да мейірімді мереке алғыс айту күнімен қарсы алады. Міне, 5-ші жыл 1 наурыз күні Қазақстанда өткен күндерді еске алып, күнделікті өмірдегі мейірімділік пен жомарттық үшін бір-біріне алғыс айтады. Традиционно празднование Дня Благодарности начинается по всей республике задолго до 1 марта. Праздник хоть и молодой, но уже сегодня занимает особое место в сердцах людей. Его по праву можно назвать общенародным, поскольку он символизирует общую историческую память, единение, уважение и солидарность народа Казахстана. Волею судеб на территории независимого Казахстана проживают люди разных этносов. Для формирования такого политического общества существовало множество предпосылок: освоение целины, обучение, трудоустройство, создание семьи. Бірақ тарихта көптеген этностарды қатал қазақ даласына еріксіз жіберген ерекше беттер де бар. Депортация деген қорқынышты сөз қазіргі уақытта елімізде тұрып жатқан көптеген этностарға түрткі болды. Все мои предки по маминой линии были в Казахстан депортированы. Причем они все поляки, 1936 года. Такая неудобная тема, но эта тема существует. Они были именно заселены в спецпоселки, из которых нельзя было ни выехать, ни выйти, ни на учебу, ни по делам. То есть вы должны были находиться в поселке, и если вы вышли за пределы 3 километров от границ, которые земли определены поселком, то вас могли в лучшем случае это оштрафовать или посадить в тюрьму, а могли расстрелять. То есть могли просто пристрелить за побег, не считаясь. Дети, которые убегали из поселка, они бегали в соседние поселки и там что-то работали, помогали, и за это им там, в основном, как сейчас мне Антон Галицкий сказал, ему 91 год в этом году будет, и он остался сиротой в 10 лет, в основном помогали отрубями. Моя мама, это фотография 53 года, она здесь с семьей моего дедушки, потому что мой дед был женат дважды. Моя бабушка, мамина мама, она умерла, когда маме был месяц. Мама осталась сиротой. Конечно, у мамы была очень такая тяжелая жизнь, как у каждого сироты, потому что у нее не сложились отношения со второй женой моего деда. Но тем не менее, мы все поддерживаем теплые отношения. В 1956 году, когда сняли депортацию, мама сбежала из колхоза, потому что из колхоза уйти было нельзя. Даже когда сняли комендатуру, правление колхоза только выдавало разрешение, чтобы выехать. И у колхозников не было документов. Это не только у поляков, это у всех колхозников не было документов. Паспорта стали выдавать после 60-го года, скорее всего, наверное, при Хрущеве, я так думаю. И маму приняли санитаркой без документов в совхоз имени Щорса. И она всю жизнь была благодарна этим людям за то, что они помогли ей сделать паспорт. То есть она оказалась совершенно свободным человеком. И я благодарна сотрудникам архива президента за эту книгу. Особенно Наргуль Сагеевне Лукашевой и Грибановой Елене Михайловне. А благодаря им все сейчас ученые пользуются этим сборником документов о поляках. А также еще у нас есть свой историк Абов Нурбулат Аскерович и Гулбахша Нурмукановна Мусабаева. Они именно осветили правовой и юридический аспект депортации поляков в том плане, что в отличие от корейцев они не имели права передвигаться по Казахстану, что они были именно в закрытых поселках, и поэтому так трагически сложилась их судьба. Мой дедушка, он, конечно же, был в трудармии, как почти все поляки. В армию его не взяли по состоянию здоровья. Он чуть не умер в трудармии. И после войны, в конце 1945 года, он был, такое было выражение, выбракован из трудармии, потому что он не мог уже работать совершенно. И в 1975 году ему выдали удостоверение, дали медаль «Ветеран труда». В его деле есть такая расписка, что он в 1936 году он подписал, что он выслан в Казахстан навечно, без права возвращения к месту жительства. У меня очень много друзей
Они разных национальностей, разных конфессий. Я их очень люблю, ценю и уважаю взаимоотношения с ними. Поэтому я тоже бы в этот день хотела бы им сказать слова благодарности, любви и признательности. Существуют школьные музеи. И вот руководителям этих музеев я тоже хочу сказать огромное спасибо, потому что благодаря им сохраняется историческая память о поляках. Сейчас, когда молодежь, вот мы все сидели, да, на карантине, и нам так плохо, мы все так жаловались. У нас у всех интернет, у нас у всех тепло, светло, ни у кого не отключили отопление. Если кто-то нуждался в материальной помощи, всем помогли. И, кроме этого, были волонтеры, всякие организации, которые помогали. Я, разговаривая со старшим поколением, уже уходящим, я никогда не слышала, чтобы они жаловались. Они говорят: ой, как сейчас хорошо, они всем довольны. Они многое увидели, то, чего они никогда не знали. Я иногда поражалась, а теперь я думаю, как она была права в этом плане, что мы не ценим то, что у нас есть. И самое главное, у нас есть мир. То есть, когда она говорила, вот самое главное – это мир, я тоже думаю, как так? Самое главное. А теперь я понимаю, что самое, и она всегда приводила пример, мы все его знаем, про веник с прутиками. И я тоже этого не могла понять. Ну, да, наверное, но ведь на самом деле, если мы все будем вместе, тогда да. Тогда у нас будет сильное государство, мы будем процветать. А когда расшатывают лодку, ничего хорошего не будет. Это все равно, что да, плыть в океане с акулами и дурачиться в этой лодке. Вот. Поэтому я бы еще раз хотела сказать всем большое спасибо. Всем моим знакомым, друзьям, членам АНК, всем нашим этнокультурным объединениям за то, что они хранят мир, дружбу и взаимопонимание. Большое вам спасибо. Корейцев репрессировали в 1938 году по приказу Сталина. То есть был некий документ, который указывал собрать население, которое жило на Дальнем Востоке, и перевести в другую часть страны. Так получилось, что вагон, где находились мои бабушка, дедушка, в общем, мои предки, его отцепили в Акмолинской области, вблиз села Макинка. Сейчас у этого села другое название. Все это происходило в конце октября. То есть, грубо говоря, когда отцепили их вагон, они остались вот там, на этой станции. У них не было одежды, так как сказали, должны забрать только документы и какую-то часть одежды. Мы уезжаем на время. Вот так вот были слова. В общем, когда их оставили на станции, им сказали: освобождайте вагон, идите куда хотите. Все. Первую осень, зиму они жили, ну, как традиционно корейцы рыли землянки. Это такая яма приблизительно 2 на 2, глубиной в метр или в 1,5. И она была внутри обложена соломой, чтобы было тепло. Сверху были набросаны ветки, солома, ну и какой-то дерн земли. Ну вот так вот они и выживали. Так как они перемещались с Дальнего Востока, там уже была такая диаспора устоявшаяся, они не знали русского языка, они не знали казахского языка. И когда они приехали в Казахстан, то они даже толком не могли выразить свои, ну, объяснить, что им нужно, кто они такие. И вот здесь как раз-таки казахский народ, несмотря на то, что чужие люди, язык не их, религия не их, они оказали такое добродушие и так тепло приняли корейцев, что, я думаю, это в значительной мере
как сказать, это в значительной мере положило корейцам направление, как дальше двигаться и как дальше жить в этой стране. Изначально корейцы на Дальний Восток попали из-за репрессий, которые были в их стране. Они бежали от китайских нападений, от японского, так сказать, ига. И при Екатерине II они получили, ну, наверное, гражданство, как сейчас принято говорить. Екатерина II разрешила им пожить в Приморском крае. Когда они попали в Казахстан, конечно, все началось с нуля. И очень много человек умерло, будучи в дороге. Некоторые даже и зиму не пережили. Но те люди, которые пережили зиму, они очень морально и физически закалились. И благодаря казахскому народу, который дал им кров, обогрел, какие-то продукты, в общем, корейцы так и обосновались в Казахстане. И насколько я знаю, что большинство корейцев, которые были сюда сосланы, их семьи, их родные, они до сих пор здесь проживают. В частности, вот, допустим, живой пример — это я. Конечно, я считаю, что Корея моя родина, но Казахстан я очень люблю. И полагаю, что ничто меня не заставит покинуть эту страну. Только из-за того, что когда-то, очень давно, они нас приютили. Спасибо казахскому народу за это. Мои предки по отцу и матери переселились в Россию по приглашению Екатерины Великой в 1780 году. Они переселились из земли Баден-Вюртемберг, это юг Германии, граница со Швейцарией и Францией. Значит, родители отца, вернее, предки отца переселились в Азербайджан. Есть такой сейчас город Ханлар. Значит, это была чисто немецкая колония была. А предки моей мамы, они переселились в Грузию, село Асуретия, оно сейчас называется, где они жили до. И отец, и родители отца, и родители мамы жили в этих селах, в этих городах. Ну, как известно, в 1941 году началась депортация не только немцев, но и остальных народов, вот, в частности, народов Кавказа. В ноябре 1941 года родителей мамы, значит, у мамы было три сестры, ну, естественно, отец, мама их сначала на барже перевезли через Каспийское море, и затем эшелонами отправили сюда, в Казахстан. Значит, в Казахстане они их выселили, есть такое село, это бывший Пресновский район, ныне Джамбылский район. Это село Семиозерка, это на границе с Кустанайской областью. Значит, отца мамы забрали в трудармию, в шахту в Караганду, а бабушка вот с 4 дочерьми осталась в этом селе. Значит, их там разместили в украинской хате, у украинцев они там жили. Ну, поначалу отношение, конечно, было, можно, наверное, понять, да? Война с немцами, здесь прислали немцев. В то время навряд ли кто-то знал здесь, что эти немцы уже живут почти 3 века в России. Поэтому понятно, что отношение было разное. Ну, по крайней мере, вот по воспоминаниям мамы, она, кстати, когда вот потом сюда приезжала, она ездила в эту деревню, мы ездили, нашли этот дом, нашли этих людей, где они жили. Она говорит, потом, в принципе, отношение было очень неплохое. Ну, поскольку бабушка одна, мама работала помощником, вернее, помощником повара, развозила обеды по бригадам в 14 лет. Значит, отношения... А младшая сестра мамы, она в дороге сильно заболела.
И она так осталась на всю жизнь больной. Ну, недалеко жили соседи, казахская семья жила. И вот она всегда с большой теплотой вспоминала об этом. Она говорит, почему-то вот, ну, или я ей понравилась, или что. Она ее забирала к себе, она ее, кстати, научила прясть. И уговаривала бабушку отдать маму, отдай, Берта, Лизу в нашу семью для воспитания, вам будет легче. Отец, значит, от отца, отец попал в туда армию сначала в Тулу, а его родители, значит, мама его попали, мама, брат и сестра попали в Караганду. Отец его был в 1937 году репрессирован, был осужден. Потом он, правда, был реабилитирован. И потом отец в 1942 году тоже переезжает в город Караганду. Ну, здесь есть вот ряд фотографий, если вас заинтересует. Это вот семья мамы, это вот в Грузии. Это так называемый День благодарения Богу. Это семья вот моего отца. Это снимок сделан уже в Караганде. Это мой дед. Где-то есть даже фотографии. Он воевал в Первой мировой войне в русской армии. Где-то есть такая фотография, такой бравый солдат. Это старшая сестра тетя Эрна. Это дядя Эмиль, младший брат. Он потом в шахте погиб в Караганде при обвале. Это мой отец, братья, мама. Я о своих предках знаю не очень много. Знаю только, что на момент вот депортации семья отца проживала в Крыму. Он из крымских немцев. У них отца к тому времени уже он был репрессирован и, не дождавшись суда, в тюрьме умер, потом был реабилитирован, так что перед войной уже была семья без отца, без главы семьи. И вышел указ от 28 августа 1941 года, и все, сначала вот поволжские немцы, а потом и все немцы Крыма, и Закавказья, тоже все подлежали тотальной депортации. Предписывалось 24 часа прибыть на сборные пункты, паспорта забирали. И в пути, конечно, полная антисанитария, холод, поздняя осень уже. И вдоль заснеженных полей могилки старых и детей. Переселенцам предстояло еще адаптироваться и как-то жить, пережить эту страшную зиму. Вот. И, конечно, местное население настороженно относилось к новым переселенцам. Вот. Но вот маму, она говорит, приютили большая тоже украинская семья, и у них в это время сражался глава семьи и 2 сына на фронте. И, конечно, сначала были взгляды как бы настороженные, но потом они привыкали. Мама рассказывает, они потом привыкали, и все горе все-таки людей объединило. Вот. И они как-то друг другу помогали, работали в колхозах, в совхозах, работали за трудодни, работали все вместе. Вот. И как-то они смогли противостоять вот этим трудностям. Папа в 16 лет попал в трудармию на шахту в Караганду. И вот они там работали, тоже было очень тяжело, но он тоже вот всегда говорит, что всем было тяжело. Все люди объединились, все и местное население, и депортанты, они объединились, и я думаю, вот именно это горе их объединило, и они смогли это пережить. Как-то папа остался работать на шахте, взял суду, надо было семью как-то собирать, все были в разных концах. Он построил дом, ему уже тогда было почти 20 лет к концу войны. Построил дом сам, женился, и пошли вот мы дети. Вот это вот фото, вот, оно мне очень дорого, это фото нашей семьи. Вот это как раз послевоенное время. Вот совсем мало прошло времени после войны, а люди уже были настроены на созидательный труд. Вот они молодые, неозлобленные, дети все обшиты маминой рукой, все это, ничего же не было после войны. Вот эта вот Библия, тоже она очень дорога в нашей семье, это реликвия, это как раз от Жениных родителей досталось. Вот они ее, ничего не разрешало с собой брать, все было на вес
как бы строго, но они с собой эту Библию захватили, и вот столько мытарств, эта вся книжка с ними прошла. Это такая семейная Библия, которая вот передается по материнской линии. Самое главное, я вот благодарна своим родителям за то, что за их трудолюбие, за то, что они все пережили, за то, что они смогли как бы что мы родились, мы-то вот уже послевоенные дети, мы вот все это не знаем, они вот нас оберегали от всех этих трудных рассказов, все, что у нас было счастливое детство, что мы тоже здесь состоялись, мы учились здесь, вот, и что они смогли вот после войны, не озлобившись, вместе со всем опять народом, весь казахстанский народ взялись за строительство новой жизни с оптимизмом, и нас так воспитывали, и мы своих детей воспитали, выучили. Я призываю как бы всех своих земляков сделать теперь, объединиться и сделать ответный шаг. То есть в свое время наши родители, местное население, все народы, которые здесь проживали, они объединились, сделали этот шаг, победить, противостоять этим трудностям, сострадать друг другу, любить друг друга. Теперь мы должны объединиться и сделать ответный шаг на созидательное развитие Казахстана, для того, чтобы наша жизнь становилась лучше. Я думаю, это вот единственный шаг, который позволит нам всем объединиться, и он не будет противоречить никакому народу, никакой религии. Это всем будет только на пользу. И от этого наш Казахстан только выиграет и станет еще крепче, будет в нем хорошо жить, будет хорошо стране, и нам будет в нем хорошо жить. День благодарности для меня – это особый день. Не просто слова, очень хорошо, что его ввели. Я думаю, что в Казахстане очень много переплетенных судеб и действительно благодарности казахскому народу. История моей семьи началась в начале 20 века, когда мой прадедушка с семьей переправились в Турцию, потому что в Казанской губернии был голод. В Турции они прожили недолго, год, полтора. Ну, это просто мы предполагаем, что так. И мою бабушку хотели украсть местные. Им пришлось покинуть турецкий берег, вернуться опять в Казанскую губернию, где начался очень страшный голод. И мы предполагаем, что казанские татары знали, что вот в нашей области есть поселок татарский, который организовал Мамлют. Поэтому они двинулись в эту сторону. По документам, которые мы нашли, они в нашу область пришли в 16 году. В 17 году прадедушка, отец умирает, и дети становятся сиротами. Как мы узнали, дедушку приютил Аташка Ибрай. Спас, спас от смерти, от голода. Откуда мы узнаем, что фактическая моя фамилия Шафеев. И дедушка в благодарность Аташке берет его фамилию Абраев. И вот, грубо говоря, у нас получается в начале 20-х годов наш род по линии дедушки, татарская линия, несет фамилию Абраев. Бабушка вышла замуж за казаха Есенова, и пошла у нас вторая ветвь, казахская. И примерно по годам мы считаем, в пределах 100 лет бок о бок идут две ветви. Татарская по линии дедушки и казахская по линии бабушки. И, конечно, я как вот потомок дедушки, я очень благодарен казахскому народу, который спас моих предков, дал жизнь, а благодаря этому увидели жизнь мы. Низкий поклон казахскому народу. Я думаю, очень много
национальностей очень благодарны за спасение жизни, за душевность. Казахская степь великая, но казахская душа, наверное, еще шире, которая смогла приютить столько людей. Очень благодарю казахский народ от души. Екі 2021 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл толады. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев адамдардың әл-ауқатына ерекше назар аудару керектігін атап өтті. Өйткені бұл саланы жақсартпай, елдің жетістіктері туралы айтуға болмайды. Үкімет азаматтардың, әсіресе көмекке мұқтаж адамдардың сұраныстарын толығымен қанағаттандыратын әлеуметтік кодекс әзірлеуде. Ең бастысы, әрбір отандасымыз өзінің күнделікті өмірінде тәуелсіздік жетістіктерін сезінгені жөн. Ассамблея народа Казахстана Северо-Казахстанской области и этнокультурные объединения запустили благотворительный марафон «30 добрых дел». Активисты этнокультурных объединений делают добрые дела, помогая нуждающимся семьям, ветеранам, инвалидам, бездомным животным, людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Каждый человек может протянуть руку помощи другому, как когда-то казахстанский народ протянул руку помощи многим этносам. Қазақстан халқы ассамблеясы этносаралық және конфессияаралық қатынастарды үйлестірудің бірегей институты. Оған әрбір этностың және бүкіл Қазақстан халқының болашағы үшін жоғары жауапкершілік жүктеледі. Біздің мемлекетіміз жаңа тарих кезеңінде 130 этнос өкілдерін бір отбасына біріктіре алады. День благодарности – это возможность еще раз проявить уважение друг к другу. Это день уважения к нашей общей истории, день взаимопомощи, поддержки, отзывчивости. Пусть в первый весенний день духовный праздник День благодарности способствует дальнейшему сохранению и приумножению главного достояния нашей страны – единства народа. Тарихымның сан тарау парақтарың, асықпай ой көзіммен парақтадым. Елімнің кешіп қиын қыстау кезенің, басымнан өткердім мұн азаптаның. Соңғы нанын үзіп берген халқым менің, ұлттардың алғысы мен аян данқың сенің. Тар жол тас қияда, тартылса да өзегің, өгейсің бе бауырыңа бастың ұлың өзгенің. Мейірбан жүрегіңмен құшақ жайып, көп халықты жатын қарсы алып. Ізгілікпен бауырынды шақырып, дастарханнан дәм алып. Бір-бірінен алғыс айтып адамзат, адамдықтың төріне шыға берсін қадамдап. Тарихынан бастау алған ғұрпынды болашаққа міндет ет даралап.
жатқан, бесігім қалған туған жер. Балғын денем балқыған, шат көңілім шалқыған туған жер. Анашымның ақ сүт ау, топырағынан аңқыған туған жер. Ойын қуып аунаған жүрек
Мы разные, но здесь мы все равны. Мы дети нашей матери страны. Мой Казахстан, для всех ты есть отчизна, и мы горды тобой, тобой сильны. Пусть на земле, мой Казахстан прекрасный, смеются дети и цветут сады. Не будет тесно людям разных наций, и будем жить в согласии, я и ты. Алгыс айтамын, благодарю. Камсахамнида. Дзинькуе бардзо. Спасибо. За мир. За силу единства нашего народа. Спасибо за возможности для молодежи. Спасибо. Камсахамнида. Так уж прекрасно произошло, что самая теплая и приятная пора года начинается именно в праздник Дня Благодарности. Именно сегодня я хотела бы выразить огромнейшую благодарность Ассамблее народа Казахстана. Спасибо. Дякую. Спасибо. Сіздерге мың алғыс. Қазақстан халқының ассамблеясының жұмысына табыс тілеймін. Чтобы у каждого человека, с кем я встречался, был ангел-хранитель здоровья, его жизни и всем благополучия. Спасибо казахстанцам. Дзинькуе бардзо. Я куратор Центра волонтерского движения Ассамблеи народа Казахстана, Северо-Казахстанской области. От всей души выражаю благодарность всем волонтерам, кто бескорыстно оказывает помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Людям, чьи сердца наполнены добром и любовью. Особенно мне хочется поблагодарить Бойко Алексея и Егора Замирчука за их активную общественную и социальную деятельность. Спасибо. За единство. Берлике рахмет. От всей души хочу поблагодарить прежде всего это медицинских сотрудников и сотрудников полиции в прошлый непростой год за их самоотверженный труд. Спасибо. Щиро дякую. Спасибо. В День благодарности мы всех благодарим. Спасибо, рахмат, рахмет. Большое-большое спасибо. И всем вам здоровья. Благодарю волонтеров за их неравнодушные сердца, за их отзывчивость и милосердие. Спасибо, Дзинькуе. Я благодарю молодежь области за их активную жизненную позицию, за их желание помочь ближнему и за их постоянный труд на благо нашей Родины.